В своем выступлении председатель республиканского штаба Марат Иманкулов призвал госорганы приложить максимальные усилия для проведения справедливых и чистых выборов, своевременно и оперативно реагировать на все нарушения и наказывать нарушителей законодательства. Риски есть, риски могут быть, какие-то провокации могут быть со стороны доброжелателей, в кавычках. Они могут спровоцировать какие-то, это потом привести, показать, как будто это идет со стороны властей, какие-то нарушения. Мы к этому не идем. Всем одинаковые условия, я уже говорил, всем партиям, всем кандидатам будет одинаковые условия, всем одинаковые отношения. И во время агитации никто будет не вмешиваться, все госслужащие в агитации не будут участвовать. Единственное, там, где массовая будет агитация, там будет участвовать органы внутренних дел, которые будут обеспечивать порядок, отслеживать порядок в этом месте, чтобы никто в этот выборный процесс там не нарушил общественный порядок. Именно способствовать, а не вмешиваться в агитацию и избирательный процесс. Секретарь Совбеза Марат Иманкулов еще раз напомнил, что попытки повлиять на итоги выборов через применение админресурса будут строго пресечены. Если кто-либо из госслужащих будет использовать или будет вмешиваться в избирательный процесс путем агитации или путем подкупа или создания каких-то условий, он немедленно будет привлечен к соответствующей ответственности. Или он будет снят с работы, или, если у него в действиях состав преступления, он будет привлечен к уголовной ответственности. Только таким образом мы обеспечим чистые, прозрачные и законные выборы. Другого пути нету, я не вижу. Основным индикатором, по которым дается оценка выборов, является то, насколько они прошли свободно, полноценно ли реализованы права граждан избирать и быть избранными. И не менее важно, чтобы каждый голос был достоверно подсчитан и учтен. Представители госорганов и органов МСУ должны учитывать это в своей деятельности и строить отношения к каждому из субъектов выборов, исходя из его статуса, исходя из его прав. Вот, например, субъектами, конечно, являются прежде всего избиратели, кандидаты, наблюдатели, доверенные лица, уполномоченные представители. И каждый из них должен в соответствии со своими правами получить содействие со стороны госорганов или органов местного управления. Я прошу работать с субъектами выборов именно в режиме содействия реализации их прав. Подкуп избирателей, нарушение законов и фальсификация итогов голосования не раз приводили к народным волнениям. И, соответственно, предстоящие выборы в Джохор-Кенеш и определят последующее политическое и социально-экономическое развитие страны. В рамках заседания было отмечено, что правоохранители примут жесткие меры в отношении представителей власти, если те будут использовать бюджетников, учителей, врачей и так далее в интересах отдельных партий или кандидатов для их победы на выборах. Улан Касьянов, Руслан Сабатаров, Алато 24.